Всем большой привет из Комы. Ну вот, ребят, я иду на весеннюю охоту, открывать весеннюю охоту. Сегодня 5 мая. Сейчас вечер. Иду с ночевкой. И эту ночь будем охотиться на болоте, где у нас шалаш, который уже несколько лет я вам показываю, эту охоту весеннюю. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, так вышло, что весна в этом году ранняя. Все быстро растаяло, снег растаял. И основная вода с болота уже ушла. Но ничего. Все как будет, я буду снимать и показывать. Так что приятного вам просмотра. Здесь еще, как бы зимняя бураница наша. Всю зиму тут мы ездили. И на этой дороге, вот, если посмотреть по сторонам, в лесу уже ничего нету. Мало что осталось. А тут, потому что снег замерз. И много снега еще тут. Фух. Немножко вспотел, пока перешел речку. Приходится подниматься против течения, чтобы не унесло течением. Выше поднимаешься, потом уже переходишь речку и попадаешь в нужное место. Здесь следы. Охотники тоже тут ходили уже, видать. Да, и лодка на этом берегу кто-то оставил. Значит, тоже на болото кто-то ушел. Ну вот, ребят. Тут уже снега нету. Тут хорошо идти. Сейчас выйдем на машинную дорогу, и там уже вообще здорово будет идти. Иду вдоль гаража, где и в прошлом году весной ходил. Только в прошлом году, когда я шел, было очень жарко. Намного теплее. Сегодня ночью будут заморозки. До -8 ощущение такое будет. Но у нас в шалаше есть печка. Будем испытывать, как проведем ночь, будет ли тепло. Все хочется тоже знать. Мне и самому интересно. Вот. Сейчас вот как бы знакомый ко мне приходил тоже перед тем, как идти. И сказал, что от этого гаража примерно на 5-й километр, он там перекресток будет. В нашу сторону дорога идет, и в сторону Диящорья под Тубок там рейд, проводят. УАЗик, говорит, стоит. Шмонают все подряд, проверяют документы, оружие. Не знаю, в эту сторону они будут заезжать или нет. В сторону Усть-Кулома, может, поедут. Хотя мне бояться, в принципе, нечего. У меня все нормально с документами. Лицензия есть. На оружие тоже документы с собой. Вообще неприятно вот такие встречи, конечно. С любыми, как сказать, проверками этим, Да ладно. Может, так просто придумывают свои мужики. Друг друга тоже любят пугать. Что-то один скажет, там какая-то инспекция, потом слухи пойдут. Каждый выдумывает, как может. Наверное, я быстро иду. Что-то вообще жарко становится. Лес шумит, конечно, сегодня ветрено. Птицы поют. Снег еще лежит местами. Но все уже начало высыхать. Такая вот, погода. Все время ветра. Дождей нету. Непонятная весна. Второй год уже так. Мало воды. Я тоже интернет, YouTube смотрю, там
Везде такая беда, короче. В других областях то же самое. Так, ладно. Сходим там. Все равно какая-нибудь лужа должна быть возле шалаша. Все покажу. Вон 2 утки. О. 2 утки и кулики там еще. Только непонятно, что за утки. Как будто чуть меньше кряквы там. Ну, хоть что-то, кого-то уже увидели. Но болото, не скажу, что очень много воды. Но такие двойные, вот так, 2-3 утки-то, может, ночью будут летать. Смотрим. Тут уже просторнее, как вы видите. Одни кулики пока летают. Тут, ребят, новую интересную защитку сделали. Даже со спинкой там этот кресло. С 2 сторон закрылись. Там чучела поставлены. Значит, охотник сегодня, наверное, приходил с утра с крышей. Высоковато, конечно, сделано. Не замаскировано ничего. Может, быстро-быстро так сделали еще. В прошлом году только здесь небольшая, ну, несколько веток было поставлено, такая, и брусок вроде как сидел кто-то. На чучела уже были в прошлом году тоже, кто-то с чучелами сидел. Там из пенопласта чучела и профиля. Не очень высоко сделано. Пониже надо сделать. Чтоб ты сидишь и голова до потолка не доходила. Ну, здесь хороший, типа, блин, знаете, вот, типа такого бассейна, я не знаю как. Ну вот, если присмотреться, вон, воды до хрена тут. В принципе, вот оттуда, когда вот перелетают птицы, могут сесть и можно подстрелить. Место интересное. Тут раньше и шалаш был, потом, да, вон там еще шалаш стоял. Вон там. За этим лужем там еще какое-то коричневое, я не знаю, чурка или что там. Здесь дофига этих складков было раньше. Кто-то охотился, потом забрасывая там или передая другому охотнику там, и друг другу передавали место так. Вот так все это выглядит. До хрена чучела. Ну, надо было, конечно, раскидать пошире, не в кучу. Так, ладно, идем дальше. Очередной скрадок. Охотников нету и манекена ничего нету. Видно, этот участок скосили, и вот поэтому воды много. Но и сам по себе это место самое богатое водой. Вон там у меня шалаш, который тоже забросил. Раньше тут охотился я. Везде у меня шалаши, блин, раскиданы. Когда обычно иду на охоту, вот тут ручей, там прям выше этих бревен бежит. В этом году уже все. Даже здесь начало высыхать. Боюсь того, что на нашем листе там уже сухо. Но проверить надо. Все равно схожу. Как ни крути, блин, с осени там стараемся. Косил там, подготавливался. Но тут, конечно, вот место какое хорошее. Вот. Утки, они перелетные, они летают. И на болоте они кормятся. Ночью активно они летают. Ну вот, раньше в этом месте, где у меня шалаш, очень долго открывалось этот угол. Потому что солнце не так сильно попадало, только вечернее солнце попадает. И лед держался очень, как сказать, долго. Ну и, в принципе,
Не люблю, когда, вот, скажем, вот там я сижу, и тут и уже люди. Это меня напрягает. Я просто отдаляюсь от людей. Я люблю одиночество. Вот здесь, вот тут еще вот эта сосна. Вот тут шалаш был. Просто из такое укрытие из маленьких деревьев. Я здесь одну весну там долбил очень много. Вот 48 штук, наверное, я настрелял за весеннюю охоту. Есть что вспомнить, блин. Вот так. Ну вот, ребят, 5 минут перекур. Я от дороги отошел. Сейчас будем идти уже по болоту. Там, конечно, труднее будет идти. Солнце еще высоко. Запас времени вагон. Я вышел из дома после 4. Потому что нам надо еще успеть замаскировать шалаш. Раскидать там чучела. Кулики вон как кричат. Хорошо. Когда они кричат, хоть веселее. Ну, кроме 2 уток еще. Ну, и, как говорю, еще. Больше ничего не видел. Только вот куликов еще видел и все. Хотя обычно там взлетают, крякают там. Другие, бывают другие года весной. Ну, может, из-за холода они там что-то не спешат лететь. Труба запасная. Ну, как не запасная, это удлинить там шалаше для печки. Это я там все я покажу. Вот, сейчас тут передохну и дальше в путь. Ну вот, ребят, основное прошел, осталось только, ну я уже вижу шалаш, вон взлетают кулики, да, это кулики, там позади в одном месте еще 2 рябчика, говорю, 2 чирков видел, возле шалаша еще вода есть, и тут в принципе тоже есть, это достаточно, чтобы прилетела сюда утка там на кормежку. Но у нас там полное озеро. Нормально. Лягушек нету, как в прошлом году. Лягушки еще не проснулись. Тепла им не хватает немножко. Чуть-чуть. Сейчас ближе подойду, покажу наш пруд искусственный. Вот такая скорость. Когда идешь по болоту, не разгонишься. Вспотел. Жесть. Вот так. Вороны, кулики и все. Уток нема. Наш прудик. Вот вешки, палка. Там еще, вон там палка. Видите? Это я отмечал, докуда я косил. Здесь вот это все у меня скошено болото. Я вам показывал осенью. Это получается в конце сентября, наверное, я приходил сюда. Видно, как травы нету. Все скошено. Ну и более-менее так вода у нас держится больше, и другого выхода у меня нету. У нас болото, которое вот недалеко от села, да, и в принципе хоть ты за 30 километров пойдешь, все однотонно, без воды, не топкие болота. Но здесь нормально вода еще. Фу-фу. Нам хватит на сегодняшнюю охоту.
на месте. Высохло, блин, все. Что поделаешь? Чего не поделаешь? Ну вот, пишалаш. Чолом здорово. Опять снова на шалаше. Буду сидеть и остывать. Фух. Жарко. Сегодня западный ветер. Он оттуда дует. И будет вообще комфортно. Обычно с восточной стороны на весенней охоте у меня продувало. И холодно сидеть там. Двери не было. Сегодня немножко повезло с ветром. Тут у нас получается такой вот вторая комната, считай. Тут много птиц. Вон, смотрите, сидела много птиц. Вон. И это трясогузки, наверное. И они где-нибудь гнездо сделают. Может внутри, может наверху, где-то на крыше. Это 100% они здесь заселятся. И у них будет тут гнездо. Они любят такие постройки. Вот. Фух. Ну, давайте осмотримся. Вот вид шалаша такой. Вот такой вид. Чем богаты, тем и рады. Это в Карелии, там много этих озер, болота шикарные там. А у нас вот так все. Самое главное, чтобы утки были. Если утки будут летать, они-то, несмотря на это количество воды, не сядут. И гуси. А вон они летят. Но приблизить не могу. 4 штуки, 5 штук. В сторону села полетели. Это на кормежку на поле летят. Они так вечером туда-сюда гоняют. Сразу надо зарядить оружие. Кто их знает, может подлетят. А, еще один догонку. Там штук 6, наверное. Один отделился там. Прям над вышками там. Вот такие дела. Получается, я видел 4 утки. И вот сейчас гусей увидел. Но я снимаю на экшн камеру. Sony 300, приблизить не могу. Так, и лишнее болтать не стану. Я сейчас буду маскироваться и раскидаю чучела и снова включусь.